Жители сельского поселения давно мечтали о Доме культуры, так как все мероприятия и сходы приходится проводить в спортивных залах местных школ или в здании администрации села, что, конечно же, причиняло свои неудобства жителям поселения. И сейчас, наконец-то, на пустом поле на окраине села полным ходом идет строительство. Работы здесь ведутся с опережением графика, да и строительный материал используется самый лучший. Каркас здания уже возведен, остается провести внутренние работы. Окна у нас уже готовы, сделаны, стоят. В воскресенье придут, поставят, начнут монтаж окон. В понедельник у нас приходят штукатуры. В принципе, в мае мы начнем уже, в начале мая мы уже начнем монтаж ламината, где нужно плитки, монтаж сантехники устанавливать. Это уже будет завершение нашего объекта. Рабочие приступили к прокладке канализации и отопления. Бригадир обещает качественно и в сроки завершить работу. Полностью провели все штробовые работы, дырки, все про самое сделали. Да, канализацию полностью подвели и начали систему водопровода. В новом Доме культуры будут не только административные помещения, концертный зал с вместимостью 200 человек, но и кабинеты рисования и большая библиотека, где каждый желающий сможет провести свое свободное время за интересной книгой или живописью. Также здесь выделено место и для занятий хореографией и вокалом. В сельском поселении уже есть новая школа, больница и другие социально значимые объекты. О строительстве Дома культуры местные жители не мечтали, но теперь строят планы, какие мероприятия будут проводить в клубе. Так местные жители по старой памяти называют будущий Дом культуры. Аппарату ханят yok зали библиотек метиге вошта ха шиши комнаты миче дери yok паргату дух гулукды ойыртышнаха дух гулук. Алил чулда библиотеки киниш дешиде танцевальный угбы токамды чишим элил чулдикады осхабяка заниматься беришти. Объект строится в подарок жителям ко Дню Республики, но закончить строительство подрядчик планирует раньше, уже в мае. Исмаил Гатагажев, Адам Далаков, Новости 24.